Холод, снег и даже дождь не являются препятствиями для тех, кто хочет испытать себя в рамках легкоатлетического забега на большие расстояния. Любители марафонов со всей страны могут принять участие в одном из самых длинных забегов и не в простом, а в зимнем. В течение 3 дней с севера к югу страны будут бежать участники марафона под названием «Рубикон». Мы предполагали, что будет снег, и вижу, что погода на улице как раз для нас. Это очень тяжело. Не каждый может бежать в таких условиях, и недостаточно быть всего лишь ультрамарафонцем. Нужно еще и быть устойчивым к погоде. «Рубикон» – это забег-ультрамарафон по всей Молдове, который пройдет в течение 3 дней. Каждый год маршрут меняется. В этом году он проходит через восточную часть страны, и в первую очередь это эстафета-ультрамарафон, которая позволяет участникам из любого региона Молдовы присоединиться к марафону вне зависимости от места проживания. Indiferent de localitățile unde trăiesc. В марафоне могут участвовать и начинающие спортсмены. Организаторы подготовили целый ряд конкурсов и дополнительных этапов марафона. Întreg traseul este împărțit în 40 de etape. Весь маршрут разделен на 40 этапов, которые проходят через 14 районов Молдовы. Таким образом, каждый район делится на более короткие этапы в 10-15 километров. Это сделано для того, чтобы любой бегун, который может пройти хотя бы 10 километров, мог участвовать в этом забеге. Participă la această cursă. 10, 11 и 12 февраля в рамках забега «Рубикон» будут пройдены 446 километров. Участники ультрамарафона окажутся в районах Сорока, Флорешт, Шолденешт, Резина, Орхей, Криулень, Дубесарь, Кишинев, Аняниной, Бендер, Каушень и Штефанводе. Целью марафона является продвижение здорового образа жизни, туризма и истории Республики Молдова. В первую очередь мы призываем всех, кто живет сейчас в Кишиневе, а их родные населенные пункты находятся в других районах, пройти дистанцию хотя бы до своих родных мест. Это продвижение истории Республики Молдова и туристических мест нашей страны. Наш маршрут проходит через все районы Молдовы, так что каждый желающий имеет возможность присоединиться к забегу в назначенное время в соответствии с графиком движения колонны. Начало забега состоится в пятницу 10 февраля у Сорокской крепости. За 46 часов будут пройдены 14 районов страны, а финиш ожидается в селе Паланка на юге республики. У вас осталось всего несколько дней, чтобы подготовить необходимое снаряжение для участия в марафоне. Обязательно необходимо иметь несколько комплектов сменной одежды, чтобы пройти как можно больше километров во время забега. Любители забегов на большие дистанции могут тренироваться и готовиться к будущим ультрамарафонам, так как они продолжатся и в следующие годы.